Когда анализируешь деятельность, что мы сделали, что мы собирались делать, что мы не доделали, из того, что сделано, у нас получился такой уникальный, неповторимый случай. У нас есть 10 подшефных детских домов, приютов, и один из них находится в деревне Красный Бор Агрызского района, где 7 лет назад мы совместно с местной, значит, мусульманской общиной построили мечеть. Вот, мы там постоянно бываем, проводим там ифтары все 7 лет, значит, да. И у нас все-таки вектор политики штаба, вектор политики не как руководство, но все-таки нам задают политику. Это ДЛ-16, Координационный совет, 15 человек, мы с ними согласовываем. И еще у нас есть совет аксакалов, 150 человек, но они собираются там 30-50 человек, и вот мы с ними обсуждаем бюджет, наши действия, на что внимание обратить, что-то нам они подсказывают, да, вот. И вот, значит, председатель совета аксакалов у нас Ильдус Халиуллин, он академик из Агрыза, где он закончил школу, техникум, начинал там работать. Он, значит, был правой рукой и соратник был Ахтамзяна. Это, наверное, самого великого нашего татарина, да, вот они вместе. Сейчас, значит, он 34-го года рождения, вот уже в возрасте, мы с ним постоянно на связи. И вот Ильдус Халиуллину очень много обращались его друзья, местные с Агрыза, одноклассники, вот по этому случаю. Случай заключается в том, что, значит, в начале 18 века, в начале 18 века, это 1704-6 год, было на берегу Камы заложено, было небольшое поселение. Ну, если делать экскурс в историю, вы знаете, что на берегу Камы татарским деревням, значит, осваиваться было запрещено на расстоянии 20-30 километров. Вот. И тогда на берегу Камы возникли Красный Бор, Елабуга, Тихие горы, Чистополь, значит, и другие населенные пункты. Вот Красный Ключ, например, да, вот. И там были всегда пристани. Это дело в том, что когда была навигация, и вот есть некоторые такие побольше деревни, когда навигация останавливалась неожиданно за ночь, лед, и вот эти вот баржи, работники, они оставались там на зиму. И вот поскольку была очень хорошая, увеселительная, видимо, такая обстановка, и назвали вот это вот Пьяный Бор, вот это место. Туда, значит, останавливались, и поскольку там люди, уже начало все это разрастаться, место уникальное на берегу Камы, вот это и обрыв, и озера там, и лес, но вокруг на 150, на 200 километров ничего не было. Вот. А дальше и были церквей, таких больших не было, были только татарские деревни, да. И вот, значит, решено было там построить церковь. И начать такую религиозную просветительскую деятельность вот в этой округе. Значит, левее у нас Елабуга, там дальше Агрыз, а здесь вокруг ничего нет. Значит, там Мензелинск через Каму. И все это было на одном уровне примерно. Тогда еще Санкт-Петербурга не было. И вот приехали из Москвы такие, значит, очень авторитетные, значимые в православии люди как волонтеры по тем временам. Они были очень авторитетные, уважаемые. Они создали там церковно-приходскую школу. И некоторые из них лечили людей и учили лечить людей. Тогда же не было, это же начало 18 века. И вот в этой церкви, значит, школа, была задача просветительская вокруг, подготовить священнослужителей и, значит, лечить людей. И, значит, заработала вот эта церковь, она стала разрастаться. И вот те люди, которые занимались просветительской деятельностью, они были очень именитые и признанные духовенством. И они начали там умирать, естественно, возраст. Вот. И там был такой погост, там на 30-40 где-то могил был такой погост. Это начало 18 века. В конце 18 века эта церковь сгорела. И был вопрос, где ставить большую теперь каменную церковь. Место было не очень подходящее, это была низина, около Камы вроде бы, но поскольку был уже погост, вот там за 100 лет с чем-то, там вот эти 30-40 могил, вот этих людей,
И тогда к этим людям специально летом приезжали духовенство из Москвы поклониться вот этим могилам, этим мощам, потому что они были очень известные. Значит, поклониться приезжали люди, и оттуда пошло такое, значит, когда люди или плохо себя чувствовали, или что-то их беспокоило, может быть, что-то морально-психологически беспокоило, да, не чем-то. Ну, все равно все православные молятся, что-то у Господа Бога просят. Они приходили в эту церковь, подходили вот к этим мощам, и у них начало сбываться, и они, кто-то начал лечиться, у кого-то что-то они просили, начало, значит, получаться, и как-то вот это место, вот этот погост стал чудотворный. Да? Люди приходили, делали вот 3 круга, хотя это по православию не совсем, может быть, правильно, да? Но люди верили, и у них получалось. И это вот в Прикамье было такое единственное место, куда люди начали приезжать, чтобы поклониться вот этим мощам. Потом построили вот эту большую церковь, огромную, уже это в начале 19 века получается, да, построили эту церковь, и уже немножечко купечески начал превращаться вот этот Пьяный Бор, как он назывался, стали там купцы, и там были, значит, татары, в районе 10 человек, которые приняли православие. Но это были самые известные, именитые татары, которые, значит, на зиму уезжали в Санкт-Петербург, летом были здесь, занимались торговлей. И они, кто помогал дорогу строить, кто помогал церквям, это уважаемые люди, которым было специальное разрешение похоронить на этом погосте тоже. И вот за это существование, 250 лет существовала эта церковь, с первого дня, получается, было где-то около там 70-80 могил в общей сложности. Вот. Это диаконы, значит, работники церкви, вот, но это были только избранные, значит, люди, потому что их хоронили, это огромные своды, пещеры 2-3-этажные делали там, они вот до сих пор сохранены. И вот когда уже во время, значит, после революции закрыли, естественно, эту церковь, и там был клуб. Это был самый большой клуб, там и театр приезжал, огромный клуб, потому что такого вот помещения, огромной церкви в округе нигде не было. А вот эта вот церковно-приходская школа, выходцы оттуда, они по всему разбрелись, они, видимо, вот эту молву о чудотворности вот этого погоста всем рассказали, и постоянно туда приезжали люди, и особенно после войны. Вот, раненые, больные приезжали туда. Но ведь православие это не приветствовалось, такое открытое поклонение. Мусульманство это вообще нонсенс, будем говорить, да, но были такие случаи, когда девушки не могли родить, например, какие-то проблемы были. Были девушки, которые болели чем-то, и вот они ночью, как рассказывает моя бабушка, они ночью туда приходили, делали вот этот круг даже мусульманки, но они уже поклонялись не Господу Богу, там, мусульманку, они просто очень хотели, желали и просили вот у этих мощей, значит, в эти мощи обращались, и у них начало получаться. Когда, значит, в 1975 году где-то взорвали церковь, потом там была политика затопления, вот эта территория попала под эту политику, и тогда, значит, все-таки погост, и были там огромные глыбы, мрамор, гранит красивые, да, вот вы представьте, вот в эту деревню на баржах, откуда-то там их везли, делали, настолько были значимы вот эти люди, которые в течение 250 лет там были похоронены. И тогда уже, значит, вот в этом 1975 году пригнали экскаватор, самосвал, все село вышло на улицу, все были в шоке, конечно, но тогда время было другое. Тогда у нас совершенно другие были ценности, да, у многих. Вот. И вот с этим мусором, с этими опилками, гробами, все вместе, все это загрузили в несколько самосвалов. Раскопали 3 траншеи на горе, 3 длинные траншеи, там по 1,60 м. И вот все эти останки с мусором туда вывалили, и, значит, остался бугорок, и все это было в 1975 году забыто.
забыто. И вот в наше время, сейчас, вот обращались к Ильдус Халиуллину много. Как только мы приезжали на ифтар, у меня там родственники живут, приходят вот эти люди, которые видели все это своими глазами. Они плакали, они говорили, не можем спокойно умереть, пока вот этот вот три вот этих бугорка лежит, хотя бы оградите, хотя бы как-то надо облагородить, хотя бы надо как-то помочь. Но мы же татары, мы мусульмане, и мы ведем мусульманскую политику среди молодежи. Хотя в штабе татар много и православных татар, да? И вот мы, значит, было принято решение Советом Аксакалов, значит, облагородить это место и построить там такой позолоченный, красивый, там вот он, наверное, метров 400, вот этот забор вокруг мы поставили в ноябре месяце. Местная церковная, значит, православная община поставили крест и осветили. Штаб татар крест не ставил, в освящении участия не принимал. Потому что мусульманам забор можно ставить, а значит, поклонение другой религии у нас быть не должно. Вот, это каждый мусульманин знает. И вот мы построили, значит, потом в прессе были некоторые искажения, что мы там часовню заложили, что мы там всем штабом, значит, освещали этот крест, да. Ну, во-первых, был здесь очень хороший пример для православия, как мы относимся к останкам православия. Второй пример для молодежи. Для молодежи пример, да? И ведь таких мест еще очень много, когда во время коммунистов были расстреляны многие священнослужители, и православные, и мусульманские. Очень много хазрятов были сосланы, были расстреляны, были замучены. Это история, она у нас есть, мы с этим живем. И вот мы хотели как-то немного, значит, изменить историю и как-то дань должное вот этим вот, значит, священнослужителям. И причем я столько слышал от бабушки, мне все это рассказывала. И вот мы пошли на такой шаг. И, значит, сейчас бабушки, дедушки многие после освящения, после того, как поставили там крест, да, стали вспоминать историю чудотворного действия вот этого погоста. И вот сейчас приезжают туда периодически машины. Я сам там дважды был, я видел как постоянно одна машина, две машины. Вот по нашим данным знакомых наших, которые там живут, уже где-то, это же всего прошло полгода, уже где-то около 10 девушек ждут детей. Человек 20 хромых, больных излечилось. Но у кого там удача пришла, кому как повезло, эта история умалчивает, да. И вот штаб татар, получается, сами того, мы ведь когда ставили забор, не думали об этом. И получилось такое неожиданное открытие для всей Закамской, Прикамской зоны, то, что в Санкт-Петербурге есть Ксения. У нас рядом со штабом в Москве есть Матрена, которые ходят сотни людей каждый день. В Нижнем Новгороде есть Саровский. В Сергиевом Посаде есть Сергей Радонежский. Да? Вот. В Киеве есть Печорская лавра. А в Прикамской зоне, в Агрызском районе, в бывшем Пьяном Боре, а теперь в Красном Боре, есть чудотворное место поклонения, веры. И, значит, такое вот мы открыли, такое открытие. Да? Ну, здесь каждый решает для себя сам. Ведь вера – это великое дело. Более 4,5 тысяч писем и обращений было в штаб. Такого никогда, такой критики никогда не было в мой личный адрес, в адрес штаба. Почему татары, почему мусульмане, значит, занимаются подобными вещами. Мы это также обсуждали, мы не жалеем, что мы открыли это место заново. Ну, то, что оно многим помогает, мы все прекрасно понимаем. Мы должны, православные должны молиться Господу, просить у Него, мусульмане должны обращаться к Аллаху и своим образом жизни, молитвами, значит, но вот есть такой, значит, случай, и он есть,
и он существует, вот такое, значит, с этим захоронением. Еще на нас очень сильно повлияло то, что в последние вот 5 лет очень многие люди сейчас приобретают такую установку, которая ищет железо. Это вот черные копатели, и вот в этот вот длинный погост, он же достаточно, в 6 местах уже вскопаны были ямы, потому что вот эти молодежь, они ищут, видимо, золотые кресты, золотые цепи или что-то, видимо. И вот там в 6 местах уже вандалы раскопали вот этот вот погост. Вот это тоже на нас повлияло, конечно, да. Все критики в наш адрес я считаю необоснованными, да. Я еще раз говорю, мы не жалеем, что пошли на этот... Это дорогостоящее достаточно было мероприятие для штаба, значит. Ну вот мы изыскали возможность, и Совет Аксакалов нас поддержал, значит. И мы это обсуждали со студентами, которые многие... Ну, у нас основная часть студентов, они не из Татарстана. Но в целом, наверное, есть ну, как-то здесь повод был обсудить, и все-таки мы пришли к выводу, что мы это сделали не зря. Вот сейчас штаб татар совместно, значит, с нашими друзьями из Агрыза мы сейчас восстанавливаем вот эти там 70-80 фамилий, кто там похоронен. Да? У нас 30 где-то фамилий уже есть. Вот это известных, именитых священнослужителей, которые преподавали вот этой церковной приходской школе, и которые занимались лечением. Ведь раньше же не было медпунктов, и к этим церковным лекарям приходили все татары со всех округи, у кого-то неудачные роды, как кто-то перелом, что-то, значит, они всех лечили. Там в то время не спрашивали принадлежность к религии, да, поэтому вот очень почитаемы были вот эти вот лекари. Вот. И вот у нас, мы сейчас восстановим эти фамилии, восстановим вот эти татарские фамилии, которые там похоронены, значит, и сейчас очень модно, значит, составлять свое, значит, древо жизни, свое, значит, родственников восстанавливать. Я думаю, многие там найдут своих каких-то там начала 18 века, каких-то своих прапрадедов. Уникальность вот этого пьяного бора в том, что когда построили эту Покровскую кирпичную церковь, она была на всю округу самая большая, потому что там была и школа, и все. И вот когда на барже сделали для нее колокол, который, значит, очень много весил, такой был колокол для этого, значит, Покровского собора. И когда баржа по воде плыла, и на ровном месте, значит, открылся сильнейшая волна. Но это же Кама, здесь штормов нет. Была сильнейшая волна, которую никто никогда не видел. Баржа наклонилась, и перед пьяным бором вот этот колокол упал на дно Камы. И это было каким-то знаком. И тогда уже основной собор Покровский построили в Елабуге, и в Елабуге там на большой колокольне висит огромный вот этот колокол, на котором написано «Пьяный бор». Вот. Непридуманная история. Так он и не доплыл до Красного Бора.